Ребята, вот стоит у меня Везель, такой красавчик на обслуживание. Буду заливать ему TCL, двигатель. Обслуживание роботизированной коробки идет тоже. Почистил дроссельную заслонку. Ну и все, потом пойдут у нас калибровки. Подшипник-то шумит очень сильно. Звук есть. Скрежет какой-то. Делаю калибровочку на Хонде. Короче, походу приехал. Пробег 137 тысяч километров. И не проходит характеристика зажимного усилия муфты. И подшипник шумит при нагретом состоянии. То есть когда на холодный он нормально работает, а когда прогревается хорошо, он уже все, не хочет калиброваться. Сейчас еще раз попробую. Характеристика зажимного усилия муфты. Пробую калибровку проходить. Походу ремонт. Да, не проходит. Хреново, что сказать. Вот заскрипел подшипник сразу же. Ну, короче, в скрип уходит. Это какой-то, по-моему, это то ли подшипник четных передач, по-моему, это делает. Откалибровал передачу. Усилие зажимного не проходит. Это значит либо четных, либо нечетных передач подшипник в плохом состоянии. Калиброваться бы хотя бы, чтобы машинка уехала. А если не откалибруется, то она уже на ремонт встанет. На холодную может откалиброваться. Еще раз попробуем характеристику пройти. Может получится. Не хочет. Хреново. Очень хреново. Че, пригнали нам Везеля вот такого. Ну, в принципе, приехал он своим ходом. Женщина говорила, что типа он у нее пинается сильно. Вот, ездила к другому специалисту, как бы он тоже делал диагностику. Там были ошибки по ТЦМ. Ошибки он убрал, она приехала ко мне опять. Хотела обслужить, масла поменять и все такое. Все равно пинки никуда не пропали. Вот. Ну, что, у нас она уже, получается, прилипла на моменте, когда начали делать калибровки. То есть я этому автомобилю поменял масло в двигателе, поменял масло в коробке, поменял жидкость сцепления, начал ее калибровать, и она у нас на 4-м пункте калибровки, это на усилие зажимного муфты, не прошла. Вот. Ну и тут стало ясно, что
когда она, ну, когда я ее калибровал дроссель, у нее получается, когда двигатель нагрелся, когда уже пошел нагрев муфты, заскрипела, короче, она себя выдала. Вот, подшипник себя выдал. Вот такие моменты бывают, ребята. Так что, кто занимается, сервисмены, заменой жидкостей, просто тупо не умеете делать калибровки и не можете подходить к этому автомобилю, можно вот так вот встрять. Потому что машина потом после этого никуда не едет. То есть такими вещами должны заниматься специализированные сервисы по Хонде. Если вы занимаетесь калибровкой, ну как бы калибровка это легкие деньги, я понимаю. То есть заработать там 2-3 тысячи это как бы каждый хочет. По-легкому подключить ноутбук. Есть программка, допустим. Ну и как бы так. Но не исключайте вот такие моменты, когда машина просто потом никуда не поедет. Такое тоже бывает. И тут уже сейчас уже надо будет снимать коробку и делать замену выжимного. Мы сейчас покажем, что у нас произошло с этим выжимным конкретно. Так что, ребята, смотрите контент дальше. Такое тоже бывает. Подшипник он не побежал, ничего. Ну, сейчас Макс еще как бы... Ну, я тоже вот уже, когда жидкости смотрел, жидкости бачки актуаторов были полные. Подшипник не вскрылся. У него ушел, по моему чисто мнению, сейчас пока мы даже вскрытие не делаем, я уже понимаю, что у него ушел либо подшипник четных передач, либо нечетных. Я думаю, что подшипник нечетных передач. Потому что она не стала переключаться у меня в динамике на третью передачу. Первая, вторая пошла. Первая на электротяге, вторая пошла. У него работает подшипник выжим. А на третью он переключиться не смог, потому что подшипник нечетных передач развалился. Вот такое у меня мнение. Да, герметичность нормально, все у него. Все хорошо с герметичностью. Бачки полные были. Ну, значит, опять подшипники, скорее всего, развалились какие-то. Именно подшипник нечетной передачи. Я думаю, что мы сейчас столкнемся с таким же подшипником, что у нас был до. Что-то развалилось? Да. Скорее всего. Ну вот, Макс приехал. Будет разбирать. Че, передай подписчикам привет. Как обычно, привет. Ну ладно, я пока снимаю на телефон, потому что камера на зарядке. Чуть попозже буду на камеру снимать. Будем делать крутую тачку. Да, машина, кстати, очень красивая. У нее очень красивый цвет. Машина 2014 года, а пробег у нее 130 тысяч километров. 137, по-моему, если не соврать. Комплектация интересная, да. То есть она вот такой вот кожи. Комбинированный окрас. Ну цвет прям вообще лялька. Прям цвет такой, как это. Бордо. Баклажан. Даже не баклажан, а бордо. Темный бордо. Вообще красота, ласточка. Управляет женщина, поэтому как бы даже не думала, что так получится. Да я тоже, если честно, не думал. Я думал, приедет масло поменять, ну и как бы. А оно как оказалось. Бывают такие моменты. Ну, конечно, когда уже есть шумы, мы это уже можем сказать, что что-то с подшипником. А у нее проявляет себя только на горячую. То есть на холодную работает, все нормально, потом начинает проявлять себя. Холостой ход, да? Угу. Ну да, по-моему, он развалился. Ну там что-то, да, по-моему, весь подшипник там. Давай сейчас выбьем и посмотрим. Сейчас кольцо достанем, выбьем и глянем, что там с ним случилось-то. Сейчас мне трудно сказать. Ну, корзина в хорошем состоянии вроде. Хороший. Там что у нее, ничего не бежало? Не, сухенько все, да? Тут какая-то навес какой-то или что это? Выработка, что ли? Выработка чего-то. А там, смотри, посвети-ка туда, там как будто металл, да? Стружка? Нет. Нет? Стружки не вижу. А, вот какие-то. Детальки? А, это сепаратор, братан. Сепар какой-то развалился. Пластик. Но это от сепаратора. Понятно. Ну чё? Люфтов нету. Сейчас посмотрим, короче, что будет. Ну,
Ты возьми широкие отвертки. Это хреновые отвертки. Ты тяни его вверх просто. Да я знаю. Чик. Ты не, хуя себе. Не хочет, да? Думаешь, легко там оттуда выходишь ты? Мгм. Все так просто. Ну тут еще, ну с пластилин конкретный уже Понял. все. Пластилин. Пластилин. Здесь тоже. Вот он, подшипник. Сепаратор сломанный. Раз, два, Подшипники три. уже, вот он, кусок еще валяется. Короче, кирдык развалился он весь. Вот он, кусок почти отлетел. Ну все, подшипнику хана. А почему не откалибровался? А, это уже надо на воздухе смотреть, почему, как она ходит. Подклинивал. Подклинивает, да, походу. Ребята, на 130 тысячах машина прилипла, считайте, вот с такой проблемой. Обслуживайте свои подшипники, у кого больше сотки. Да, скоро вы все приедете. Вот реально все приедете уже на всех визелях, на всех шаттлах и на фитах. Кто обслуживаться не хочет, у кого сотка пробега и выше, чуть-чуть. Вот такая тема. Со смазкой перегрелся. У Мгм. него даже холостой ход вот посмотреть, да, он даже не такой. Жалко подшипник. Лифтатовский, но Жалко подшипник. жалко. Немецкий, нормальный подшипник, оригинальный стоял. Сейчас будем ставить Ну, тайский. Ну что, будем думать? немецкий. Ну, Жалко. словацкий. Словацкий, да. Немецкий. Ну такое говно. Ну, говно, Хуй, конечно. Не могли бы что-нибудь понадежнее сделать. Полное хлама. Да им пофигу. Они на 50 тысяч его рассчитали. 100 тысяч, а И японцы думают проездят, да и хуй. они. Да, 50 тысяч они ездят и продают нам. Ну. Все. А дальше идите вы нафиг со своими подшипниками, проблемами, калибровками, да? Мы 50 прокатались, а вы дальше докатываете. Как говорится, донашивайте, да? Рубашку за, ну, после нас. Типа такого. Ну. Короче, линки мертвые, надо их новые покупать. Вот, они все болтаются. Уже все, кирдыком. И пыльники надо под замену. Пыльники надо. Завтра поеду пыльники покупать. Они вон все порванные. Вон. Шаровая уже все. Шаровая еще живая, но уже. Если так будет ездить, все, она придет точно. Так они еще пока живые. Они еще живые, да. А че у нее ходовка брякает так? Ну это у нее это рейка, да? Рулевая, походу. Рейка. Тяги, наконечники. Рейка, тяги, что-то, ага, ходит. Неизвестно. Их надо это снимать, тогда будет понятно. Ну. Короче, по ходовке тоже здесь есть вопросы. На гранатах вроде целые, да, все резинки? Пыльники. Гранаты. Ага. Гранаты. Вот уже совсем другое дело. Все нормально работает. Вот сосед принес датчик вот такой. Это у нас от Делики. На датчик на коробку идет. Спаял. Вот эти вот 3 контакта были с корнем вырваны. Я тут запил, сделал. Добрался до меди. Залудил, припаял. Сейчас заизолирую и все, в принципе, отдам. Готовый результат. Побледневшие листья окна зарастают прозрачной водой. У воды Такой готовый результат. Залил специальной изоляцией. Сейчас застынет, можно отдавать. Давай потихонечку. Я сильно не буду, а.
ребята, всем привет. У нас 6 утра. Вот собрали, короче, везели. Максимка собрал. Считай, всю ночь трудился. Все собрал, все четко. Сейчас будем пробовать. Будем пробовать сейчас калиброваться. Ну вот, ребята, прогреваем муфту. Последний этап калибровки пошел. И будем кататься, будем пробовать. Ну тут калибровалась у нас в статике, ребята, тачка. Зарядку машина получает, все хорошо. Все работает. Сейчас будем к динамике калиброваться. Все, Максимка садится. Сейчас подержит мне ноутбук, а я откалибрую машинку. Садись, прыгай. Прыгай, прыгай. Держи тебе ноутбук. Закрывай камеру. Снимаешь. Просто держи и все. Ты главное приборку тут снимай немножко и все. Ну, зарядка идет, все хорошо. Сейчас прокатимся на супер автомобиле. Машинка в очень хорошем состоянии, мне вообще нравится. Прям она. И по салону такая прям в хорошем прям состоянии, реально. Я такой везель. У Володи только такой везель был. Больше ни у кого. Ну да. Это наш. Володя, но был. У Володи вообще бомба. Беленький. Ну а этот вот такой вот красавец. С красивым цветом. Володя прям идеально. Все было. Ну да, у него вообще Ну и сейчас четкий аппарат. идеально. У тебя окно открыто немного. А, да, точно. Ну все, поехали, ребят, кататься на новом подшипнике. Посмотрим, что это такое. Слышишь, брякает у него? Тык, тык, тык. Что это? Это же рейка, по-моему. Рейка? А у него тяги, Вот, слышишь, да? рулевые наконечники и тяги у него такие печаль. Да и стойка, по-моему, убитая. Нет. Слышишь, что? Тык, 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 тык. Так было, да? Да, так было тоже. Ага, стуки. Наконечники у него печали. Я их проверил. Да? Тяга тоже. Ну вот это, походу, они брякают. Ну, рулевые. Как она? Ну, короче, ходовку делать ей вообще надо. Нормально надо делать ходовку. Рулевые тяги. И наконечники тоже печаль. Четвертая. Пятая. Прошел калибровки. Ну, отлично. Да, ну ходовка вообще, конечно. Я такой убитую давно не видел. Ну, линки надо поставить. Да, не надо. Просто стабилизатор сейчас по рычагам херачит. Но Ну и рулевую рейку. Ну, тяги и наконечники. тачка у нас готова. Практически. Сейчас поеду, линки куплю. Поставим линки и можно забирать машину. Так вот. Да, зарядку полную поймала. Все хорошо. Но сразу на ЕВ перешла. Все хорошо. Проходит калибровочку ротора. Так, ну и все, в принципе. Все, тачка готова у нас. Можно отдавать клиенту. Можно клиенту отдавать, все хорошо. Ready to drive. Все у нас работает.
Ну прекрасно, прекрасно. Температуру муфт посмотри какая. Ну, над машинкой все равно еще там поработать надо, и в плане там ходовку надо подшаманить. Какой-то стучок есть по ходовой части. Ну, линки мы поставим, сейчас поеду в магазин, куплю линки. Не смогли мы даже линки открутить, потому что они проворачивались. И как бы пришлось их распилить. Да, заржавели жестко прям. Распилили мы, короче, линки, отпилили входные части. Температура муфт у нас 60-75. Нормально вполне. Вот линки фирмы CTR будут установлены на этот везель. Это все, что останется после меня. Это все, что возьму я с собой. Вот хозяйка приехала забирать свою хондочку. Прокатимся. Посмотрим. Ну, заводите, прогрейте маленечко ее. И еще это, ручничком всегда пользуйтесь. Вы знаете, да, что ручник всегда надо ставить? Мне говорили, но я забываю. Надо всегда ставить. Сначала ручник, потом паркинг. Ну, либо на автохолде. Брейк-холд пользоваться можно. Но брейк-холд, тут эта кнопочка, она используется, когда только у вас пристегнутый ремень. Она только тогда будет работать. Она что делает? Она автоматически держит ручник. Ну, то есть включает ручник автоматом. Вы на перекрестке встали, допустим, да? Газ отпустили, он вам автоматом ставит на ручной тормоз. И вы можете так стоять прям жестко на парковке. Вот. И этот, магнитола у вас. А что это? Что? Что-то новое выскочило. Это у вас зарядка идет. Это хорошо, да? Магнитола у вас, кстати, пин-код надо будет ввести заново. Знаете, да? Есть он у вас пин-код? Не знаю. Надо поискать в книжках. Книжечка. Да, там должен быть пин-код. Если не найдете, есть ребята специальные, которые там за 1000 рублей разблокируют его. Ну, они скажут, А что есть, надо которые идем по-русски? делать. Русификацию? Но это только если... В принципе, можно его русифицировать, я думаю. Но надо модель, и вот этим ребятам надо скинуть эту модель. Они прошивки эти отправляют. Это всяко разно, там какой модулятор. Вообще, некоторые как бы это, Android ставят. Но своя японская магнитола, она намного качественнее. Она играет четко, поэтому их никто не убирает. Просто ее некоторые русифицировать. А русифицировать она стоит очень дорого. От 10 до 15 тысяч берут. И поэтому некоторые не хотят платить деньги. Лучше я типа Android куплю, там будет функциональный. Интернет будет уже, YouTube будет. Ну как бы вот, ну качество немножко звучания другое. В принципе нормально. Короче, выходы кому что нравится. Если игроман, тебе звук нужен, то оставляешь японскую магнитолу. Если тебе звук не особо нужен, а хочешь наоборот пользоваться ютубом и всем остальным, то покупаешь Android и не паришься. Как бы так. И блокировки. Android что, дешевле будет? Да, Android, да, они где-то 1010-15 можно купить хороший. Цена так же, как
Ну, одинаково, да. Плюс установщику еще надо заплатить. Он же бесплатно не поставится. Так что вот. Так, машинка у вас хорошая. Состояние у него хорошее. У нас мало таких приезжало. Прям Макс вчера откручивал, говорит, туда не лазили, ни в коробку, никуда. Все хорошо, как бы. Косы не трогали. Она, видать, как бегала с 2014 года, так и бегала. И жидкость меняли, не меняли, вообще непонятно. То есть, походу, не меняли, потому что она вся... Подшипник, скорее всего, перегрелся из-за этого. Он на перегреве работал. Так, ну, в принципе, все. Прогрелось чуть-чуть. Да, сейчас аккуратно, там машинка едет. Погода сегодня шикарная. Так, ну потихонечку. Вроде бы нету никого. Нету, ага, все. Ну вот, будете нас знать, если что-то по Хонде. В принципе, мы всем занимаемся. Стараемся машинки делать хорошо. Можете больше чуть-чуть дать даже. Ходовка меньше стала брякать, даже с блинки поставил, когда новый. А вот выскочил же этот гибко, Чё, кругляшок. это нормально? Да. Конечно. Это вы не пристегнуты, потому что... Это я, это вы. А, я не пристегнут. Ну да, согласен. Вот видите, и ушел кругляшок. Ну а так ошибок никаких, видите, нету. Шестеренка эта злополучная ушла. Все хорошо. Машина едет плавно, заметьте же. Да. Переключается, как на обычном вариаторе идет она. Сейчас у вас заряд будет лучше идти маленько. Ротор калибранули вам. По идее, этой машине надо прошивку еще делать. Ну, и так денег много вложили. Потом, может, когда-нибудь прошивки блок стоит 10 тысяч рублей. 2 блока шьется, плюс калибровка заново делается. Вот когда нужна будет вам новая калибровка, если деньги будут, сделайте обязательно прошивку, она чуть по-другому поедет. Там много изменений. С 2014 года очень много было прошивок, ну, обновлений, короче. Там 10 версий прошивок до вашей версии еще прошло. Мы ставим всегда последнюю. Вот, допустим, ваша в 2014 году выпустилась, а сейчас есть прошивки, которые в 2020 году выпустились последние. И вот представьте, на сколько лет они каждый год обновления выполняли, ну, делали почти. Это как iPhone. Если что-то обновил, что-то будет лучше. Работа робота будет лучше. А где это туда? Вот он. Вот тут, вон там за этими, за желтыми бочками. Ну все, ребята, трансляцию заканчиваю. Так вот сдал машинку. В принципе, все хорошо.